Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Бадрагунба обсудил развитие культурных проектов с Хиблой Гирзмава. Как прошло открытие фестиваля и почему презентация книги вызвала такой восторг. В Абхазии создали платформу для предпринимателей. Подробности встречи участников организации «Деловые люди Абхазии» в нашем выпуске. В школы Абхазии поступила крупная партия учебной литературы от фонда «Моя история». Президент Республики Абхазия, главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба и вице-президент Беслан Бигвава поздравили с 65-летним юбилеем героя Абхазии, кавалера ордена Ахзапша первой степени, генерала армии Мираба Кишмария. Руководители государства посетили Мираба Кишмария у него дома в Ачимчире и поблагодарили его за многолетний труд, преданное служение Родине и неоценимый вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Мираб Борисипа, Зерошумазад, и Шудахнахалот, Шумшира, Шубилей, Табуб Дарадзе, Аджиба Ижбез, Ажла Рейв, Курхараусаз, Джиба Ахуамадзам, Лагала Дуб, и Хадарах Гуяхот, Шахала Гало, Акродонце Фита, Табуб Дарадзе, Джиба, Табуб Хашасхот. Борисович, разреши, мой брат, от души. Рами па, джаба дуда геда сидиш права, шайда Беслан Владимирович, дарази табу потухекушца, сахишгалашу. Слушал сгана хела высочил, апсал джаба потухекушца, дарази табу фашист. Шлагала рацов, шлагала дуб, убри шлагала поток цархтохов, и гыло чарги бипара чуцхоги, гала шарахтохов, шара фьюзча, абсенра шейктахаз. Баша мы башиза, баша ачкунча тамхет, хела яйцо выскожу, джабахи. Шо безахаша, шак пензала абсенра захчас. Шерех ошумцазги их дочекал обстазара, алон. Шерашджибау пиало, шерашджибау пиало. Наски кар ацана кот хаскуяна год абрже ожай гоги хайкшон абре ветеран организации Куарва, Амцахара, столка хайцахатана, эйц хзебшо зара хайцролат жон абре карепсо. Шара жохора ибтана шейд глазебш и хайдымглар вот при апепшки дары воды и ход. И бабзи все довольствие. Халсо Ахсилору, Хайцхраро, Свайверо, Бехатохла, Чарира, Халаро. Шахагамзад, Гуцкера Шумазад, и Хабра Джахаш из Лагуло, Чар Шешурагамзад, Табуб Хашахот, Зныги, Юндги, Хымтги, Хабстаза Разиги, Аухцот Шара, Яхзан, Шижазатанха, Ахунткараду. Мы всегда тебя помним решительным, смелым, храбрым, который никогда не боялся брать на себя ответственность. И люди шли всегда за тобой. Спасибо. И сегодня то же самое. Мы горды, что ты у нас есть. Мы тебя очень любим, ценим. Ты наш брат, Борисович. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил с днем рождения главного военного советника министра обороны Республики Абхазия, генерала армии, героя Абхазии, кавалера ордена Ахзапша первой степени Мираба Кишмария. В поздравлении говорится: «Ваш жизненный путь неотделим от современной истории Республики Абхазия, от борьбы абхазского народа за свои права и независимость. Этому вы посвятили большую часть жизни, отдавая родному отечеству свои силы и энергию. Вы человек, известный не только в Республике Абхазия, но и за ее пределами. Государственный деятель, который внес значимый вклад в становление абхазской армии, укрепление оборонного потенциала страны, ее суверенитет и независимости».
Президент Бадрагунба принял народную артистку Абхазии и России Хиблу Гирзмава. Глава государства отметил, что фестиваль Хибла Гирзмава приглашает призван популяризировать не только музыкальное мастерство, но также Абхазию в целом. Оперная дива выразила признательность президенту за поддержку и интерес к ее проектам. Она также пригласила Бадрагунба на предстоящие в рамках фестиваля концерты в Бедийском храме 5 августа и в Пицунский государственный концертный зал 8 августа. Мы с искренним желанием и нетерпением ждали фестиваля. Хибла Гирзмава приглашает. 24-й фестиваль. Фестиваль, который призван популяризировать не только музыкальное мастерство, но и Абхазию в целом. Это, безусловно, возможность Абхазии прозвучать совершенно другими голосами, в частности, вашим великолепным голосом, которым восторгается весь мир. И мы горды и счастливы, что среди нашего народа есть человек, который, безусловно, делает краше, ярче. И мы благодарны вам за все, что вы делаете для своей страны, для своего народа. Для нас это очень важно. И мы искренне поддерживаем этот прекрасный фестиваль и дальше продолжим также поддерживать фестиваль Хибла Гирзмава. Приглашаю. Это был Хафиз Фарстахов. Спасибо вам большое за внимание, за интерес к моим проектам. Для меня это очень важно приехать сюда, в Абхазию, потому что фестиваль, я много раз об этом говорила, фестиваль рожден здесь, в памяти моих родителей. И мне очень приятно, что вы, как президент, понимаете, что культура делает эту страну. И это самая главная политика для каждой страны. Для меня Родина — это мои корни. И я с удовольствием приезжаю и привожу очень интересные программы. Я очень признательна вам за то, что у вас есть интерес к Хибле Гирзмава, к тому, что она делает. И вы знаете прекрасно, что я всегда абхазка, я всегда знаю, откуда я, какие корни у меня. Поэтому мне очень приятно наблюдать за тем, что у вас есть очень интерес вот такой к фестивалю и не только. Я благодарна вам за поддержку. Каждый год без вас мы, в принципе, наверное, не смогли бы это сделать. И мне очень приятно, что вчера была полная площадь людей, которым очень интересно прийти на наш фестиваль, потому что он народный. Он народный, открытый, сотканный из любви, из добра. И мне очень приятно, что вы это цените. Так что спасибо вам большое. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает открылся большим концертом в Сухуми 2 августа. Непревзойденная оперная дива и большой джазовый оркестр Петра Востокова представили программу из любимых советских песен и авторских джазовых аранжировках. Публика аплодировала стоя и подпевала любимым артистам. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает проводиться при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и Российского президентского фонда культурных инициатив. Яркие моменты вечера в репортаже Шазины Ханагуа. Черного моря в столице Абхазии очередной раз случилось чудо. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает. Театральная площадь заполнена до отказа. Громкие аплодисменты, бесконечные овации. Так в родной Абхазии встречают Хиблу Гирзмава и ее друзей, выдающихся деятелей музыкального искусства. У самого моря, прямо под открытым небом, в этот душный вечер августа великая музыка и великие голоса пробирают до дрожи. Эхом над берегом разносятся легендарные произведения. Гостей радушно по-кавказски принимает народная артистка Абхазии и России, всемирно известная оперная дива Хибла Гирзмава. Сердца зрителей были тронуты с первых нот. Открыли фестиваль композиции «Песнь о скале».
Затаили дыхание и набережная, и все улицы вокруг. Со сцены звучали трогательные советские песни в новом звучании, а также абхазские композиции. Заглушали шум прибоя произведения знакомые и любимые нескольким поколениям. Зрители с замиранием сердца встречали и провожали каждый выход на сцену. Одушевленные, веселые и растроганные в этот вечер люди не сдерживали эмоций. Говорят, что музыка способна коснуться глубин души. И неудивительно, что фестиваль Хибла Герзмава приглашает родился именно в Апсны. Первый фестиваль прошел в 2001 году, и каждый раз это праздник необыкновенной музыки. На своей родине это место моей силы, это мои корни. И поэтому каждый год летом мы делаем изумительный народный фестиваль. И я очень рада, что у нас сегодня будет полная площадь и замечательная программа с Петром Востоковым, с большим джазовым оркестром, замечательные песни, которые мы знаем. Это песни наших мам и бабушек. И вот такое немножко будет все свежее, все с воздухом. И мне думается, что начало 24-го фестиваля прекрасное. Сегодня и 5 числа у нас Витийский храм, 8-го Пицунский храм. И мне кажется, у нас очень красивая программа 24-го фестиваля. Легендарный коллектив Петра Востокова славится бережным отношением к партитуре и использованием инструментов, актуальных для времени, в которое была написана музыка. Артисты впервые приехали в Абхазию. В основе то, что мы будем играть сегодня, программа, сделанная полгода назад, она связана с музыкой, которая родилась вот на перекрестке звучания джазового оркестра и советской песни. Собственно, кому-то может показаться это странным, это сочетание, но на самом деле популярная музыка, советская песня в нашей стране и джазовый оркестр, скажем, если говорить про 30-е, 40-е, 50-е даже годы, это одно и то же. Поэтому, естественно, будут звучать мелодии, скажем, Исаака Дунаевского, человек, который создал в каком-то смысле советскую песню, и он же является одним из пионеров советского джаза. И таких примеров очень много. Программа фестиваля стала нежным подарком для жителей и гостей Сухума. Вечером, наполненным светлыми воспоминаниями и легкой нотой ностальгии. Хибла Герзмава с песней из Харузи привнесла невероятную эмоциональность и глубину, заставляя каждого слушателя проживать каждое слово и каждую ноту вместе с ней. Фестиваль, как и его хозяйка, гастролирует по всему миру, но всегда возвращается домой. Каждый приезд оперной дивы на родину – настоящий праздник для ее поклонников. Многие мечтают попасть на ее концерт, и, находясь здесь, в Абхазии, их мечты сбываются. Наслаждаемся. Просто восторг. Восторг. Знаете, с первой песни до этой
просто наслаждение, радость. Я счастлива, что мы имеем возможность ее слушать. Это всегда прекрасно, мы каждый год ходим на ее концерты. Замечательно, потому что все это мне знакомые песни. Я уже человек старой формации. И я рада услышать такое разнообразие. Море цветов преподносят непревзойденной оперной диве. Среди них глава государства Батра Кунпа. В завершении концерта небо абхазской столицы украсили тысячи огней. Праздничный салют в честь открытия фестиваля. Бесконечные овации. Так зрители провожали всеми любимую Хиблу Гирзмава. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. В Русском государственном драматическом театре имени Фазиля Искандера состоялась презентация книги «Феномен Хиблы Гирзмава». Издание посвящено народной артистке России и Абхазии и стало одной из последних работ поэта, писателя, общественного деятеля Владимира Зантария, который является автором концепции и составителем книги. В презентации приняли участие Хибла Гирзмава, представители творческой и научной интеллигенции, а также авторы и участники издания. Подробности в репортаже Аэлиты Арутюнян. 1 августа прошла презентация уникальной книги «Феномен Хиблы Гирзмава». Это трехязычное издание на русском, абхазском и английском языках. Работа над сборником велась несколько лет. Презентация книги стала особым событием 24-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Хибла Гирзмава – имя, известное во всем мире, а ее голос узнают из тысячи других. До начала презентации гендиректор Росдрама Ираклий Хинба показал оперной диве музей имени Фазиля Искандера. Вот этот костюм, он работает в спектакле. Последний из ушедших. Да, я знаю, вот это вот мешками. И Осман выходит вот в этом костюме в спектакле, и в день спектакля здесь табличка, что сегодня будет костюм на сцене. Книга «Феномен Хиблы Гирзмава» выпущена в 2025 году Абхазским государственным издательством. Оно стало коллективным признанием в любви и уважении к народной артистке Абхазии и России Хибле Гирзмава. Держим в руках не просто биографию Хиблы, а это попытка разгадать и зафиксировать на бумаге вот то самое удивительное культурное явление – феномен Хиблы Гирзмава. И почему именно феномен? Наверное, это связано с тем, что Хибла в себе соединяет то, что редко поддается совмещению, соединению. Это, конечно, удивительный голос, невероятный драматический талант, теплая, всепобеждающая харизма, человеческая, женская. Составителем и автором концепции издания выступил выдающийся абхазский писатель, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Гулия, академик Владимир Зантария. К сожалению, писателя не стало весной 2026 года. Поэтому презентация не только знак признания выдающегося таланта Хиблы Гирзмава, но и дань памяти человеку, благодаря которому эта книга обрела свою жизнь, концепцию, форму. В издании представлен многогранный взгляд на личность артистки, ее выдающийся талант, вклад в мировое оперное искусство и значение для культуры Абхазии. Светлая память для меня Вова сейчас, потому что я его называла Владимир Константинович, Вова, мой дорогой, Ухацкий. У нас были очень теплые отношения, и у нас была очень теплая дружба. Я ему очень благодарна за то, что он придумал вот эту невероятную книгу. Я сказала: Вова, я недостойна. Я та же маленькая абхазская девочка, пицунская, которая знает свои корни, которая знает, откуда она, кто она. Я сказала: Вова, это рано еще, мне еще очень много нужно сделать, давай попозже. Он говорит: нет, это нужно сейчас, как-то спеши. И то, что он сделал для нашей страны, это, конечно, великое дело. И вот эта невероятная память, вот такая светлая, она во мне будет и в душе. Наша абхазская земля, она, конечно, рождает очень талантливых, красивых людей. А я очень горжусь, что я абхазская. Папа
очень кропотливо и очень тщательно отнесся к написанию этой книги. Он собирал материалы, он изучал нюансы творчества Хиблы Леварсовны. Для нас сегодняшнее событие сопряжено как с большой радостью за него, а также с огромной грустью. Он очень ждал этой презентации. К сожалению, тяжелая болезнь несла его раньше. Он не дождался этого дня. Но я думаю, если бы он был сегодня здесь, он был очень счастлив. Издание объединило очерки, интервью, эссе, портретные зарисовки и размышления известных общественных деятелей, ученых, писателей, музыкантов и друзей Хиблы Гирзмава. В рамках встречи своими воспоминаниями и размышлениями поделились Алла Оттерба, Кесоу Хагба, Баталка Бахия, Эльвира Арсалия, Нинель Бжания и другие. Единственное, что для меня было немножечко странно, как я буду писать, потому что я могу играть, я могу иногда давать интервью, но никогда этим не занималась. Но как только села у компьютера, как-то все само собой получилось, потому что насколько Хибла легкая и в пении, и в жизни, так легко это все у меня получилось. Авторы по-разному, но созвучно раскрывают феномен ее личности, значение ее имени для музыкальной культуры России, Абхазии и всего мира. Хочу сказать, что она это все заслужила. Единственное, что хочу вспомнить, когда она поступала, я никогда это не забуду, ее отец пришел к нам на репетиции в ансамбль, у Васи хотел какие-то адреса взять. А там находился Ардашилавец, потом Скокускери, эти все наши певцы. Они говорят: Леварс, ты ее куда везешь? Он говорит: на этот консерваторий. Ты что, с ума сошел? Хибла, брат, да Богу. Он говорит: что вы на меня все налетели? Говорит: я на подготовительник, ее везу. Она не на подготовили, сразу поступила. Она очень талантливая. Хочу сказать своей племяннице большое спасибо, потому что как я могла 40 лет несла нашу фамилию, она продолжила в лучшем виде. Хибла Гирзмава поблагодарила создателей книги и выразила благодарность Абхазскому государственному издательству. Впервые сегодня вижу эту книгу, я сегодня буду ее обнимать и снова благодарить Бога за то, что он придумал это, и буду читать, и это будет моя история, будет такой настольной книгой, может быть, для моих внуков. Каждое появление Хиблы Гирзмава сопровождается неутихающими овациями. Ее голос переносит слушателей в совершенно другую музыкальную реальность. Каждый, кто хоть однажды услышал Хиблу Гирзмава, навсегда сохранит это событие в памяти. Айлита Аручнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. 7 человек погибли, включая 3 детей, 3 детей и еще десятки раненых в российском Геленджике после удара ВСУ по пляжу. 9 пострадавших, в том числе 3 детей в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Доставлено 4 пострадавших в Туапсинскую центральную районную больницу номер 2 с места падения БПЛА на пляж Архипа-Осиповки. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, им оказана медицинская помощь, удалены народные тела, осколки. Все пациенты отказались от госпитализации и будут направлены домой. Ситуацию в Геленджике прокомментировал корреспондент Арти. Киевский режим Зеленского в очередной раз совершил зверство против мирных российских граждан. К сожалению, в этом нет ничего нового, потому что украинские военные абсолютно бессильны на поле боя. Эти удары по отдыхающим мирным жителям преподносятся западным кураторам Зеленского как якобы имеющегося преимущества над российскими войсками. Однако видеозаписи показывают, что удары целенаправленно наносились именно по безоружным и ничего не подозревающим отдыхающим. В результате удара украинского беспилотника по российскому курортному городу Геленджик есть погибшие, включая детей. По данным местных властей, еще более 45 человек получили ранения в результате этого украинского теракта. Как видно на кадрах, люди
купались и просто наслаждались летним отдыхом, когда украинский дрон завалился на крыло и спикировал прямо на людей. Такой маневр мог быть выполнен только тем, кто непосредственно управлял этим беспилотником. Иными словами, это была преднамеренная атака на гражданское население. Это был не единственный украинский теракт против мирных жителей в понедельник. В других российских регионах погибли еще по меньшей мере 13 человек. В Белгородской области в результате атаки в районе детской площадки погиб 13-летний ребенок. Еще 2 девочки в возрасте 7 и 9 лет получили ранения, как еще 3 других мирных жителей. За ночь в результате украинских атак с воздуха в Крыму погибли еще 4 мирных жителей. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что с начала этого года в результате атак со стороны Украины погибли более 35 детей. После последней атаки это число, конечно же, увеличилось. Таким образом, в очередной раз из-за полного отсутствия успехов на поле боя киевский режим прибегает к чистому террору, выдавая его за превосходство над Россией. И все это происходит на фоне того, как Зеленский обрабатывает своих западных спонсоров и так называемых партнеров, выпрашивая еще больше денег и еще больше оружия. На 103% выполнен план по таможенным платежам за 7 месяцев. По итогам 7 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 миллиарда 536,2 миллиона рублей, что на 19 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба ГДК. План по начислению таможенных платежей за 7 месяцев 2026 года выполнен на 103%. Фонд «Моя история» передал Абхазии 24 тысячи экземпляров учебной литературы для школ республики. Передача учебников стала результатом договоренностей, достигнутых на встрече министра просвещения Республики Абхазия Ханны Гунба с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым в Сухуми. Организатором поставки и донором вступает Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». В перечень поступившей учебной литературы вошли учебники по русскому языку и литературе, математике и алгебре, естественно, научным предметам, а также информатике. Линейка учебной литературы предназначена для обновления книжного фонда «Школа республики» и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями. Современные приборы учета снабжены функцией защитного отключения, которая позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации в сети и локализовать повреждения, сообщила Черноморэнерго. Как отвечает ведомство, днем ранее в Сухуми на улице Надзадзе произошло возгорание линии электропередачи. Причиной аварии стало самовольное подключение электроприемников в обход счетчика с использованием непригодного провода и кустарной скрутки. Из-за перегрузки произошло воспламенение изоляции, после чего огонь перешел на корпус прибора учета. Установлено, что прибор учета не стал причиной возгорания, а напротив ограничил его последствия, отмечает Черноморэнерго. Электроснабжение жителям подано по аварийной схеме. Восстановительные работы продолжаются. В Сухуми прошла презентация республиканской общественной организации «Деловые люди Абхазии». Особое внимание было уделено освещению задач и целей, а также вопросам взаимодействия с российским бизнес-сообществом. На мероприятии присутствовали ведущие предприниматели и представители деловых кругов Республики Абхазия, что позволило создать плодотворную платформу для диалога и налаживания новых партнерских связей. Аэлита Арутюнян продолжит тему. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения стратегии развития организации «Деловые люди Абхазии». Эта организация стала одним из результатов, наверное, Абхазо-российского делового форума, который проходил в этом году.
И вот в сотрудничестве с «Деловой Россией» мы, значит, при поддержке президента Абхазии Бадра Зуровича Кумба решили создать организацию, которая будет аналогом «Деловой России». Мы хотим показать, что абхазский бизнес он является неотъемлемой частью общества. Мы хотим, чтобы абхазское государство и бизнес, ну даже, наверное, не государство и бизнес, а вот люди, которые сегодня находятся во главе государства и бизнес, вместе в ногу шли, вместе строили государство, потому что у нас общие цели, общие задачи. И абхазский бизнес – это неотъемлемая часть абхазского общества. Бизнес – это одна из таких важных, серьезных основ, да, нашего государства, поэтому чем больше будет положительных, хороших проектов, чем больше наш бизнес будет развиваться, тем будет лучше всему нашему народу. Я думаю, мы, конечно же, общее дело все будем делать во благо нашего народа. Основные задачи – создание благоприятного бизнес-климата в стране. Руководящий орган организации – Генсовет. Партнером выступает «Деловая Россия». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме. У республиканской общественной организации «Деловые люди Абхазии» есть возможность перенять их опыт, переработать его под абхазские реалии и внедрить в Абхазии. Стать определенным мостом, в том числе и прежде всего между российским бизнесом и абхазским бизнесом, конечно, было бы очень интересно. И я думаю, прежде всего, надо тоже нам понимать, что, и мы это, думаю, прекрасно все понимаем, что в Абхазии тоже бизнес должен развиваться. В Абхазии должно развиваться предпринимательство. Малое, среднее. Идея вполне здравая, мне она понравилась. Ну и я вот, что называется, решил в меру своих скромных возможностей со стороны, например, нашей компании, это общество с ограниченной ответственностью «Флагман», поддержать вот это начинание. Во встрече приняли участие ведущие предприниматели и представители деловых кругов республики, что позволило создать плодотворную платформу для диалога, налаживания новых партнерских связей, а также вопросам взаимодействия с российским бизнес-сообществом. Определенная работа уже проведена. Организация посещала районы Абхазии, общалась с их главами. Собранная информация анализируется, перерабатывается в презентации. А в сентябре планируется поездка в Москву, где будет расширенное заседание с Генеральным советом Деловой России. Планируется презентовать и нашу республику. Если у кого-то появляется, у каких-то инвесторов, желание в Абхазию правильно инвестировать деньги, то мы бы хотели все-таки, вот, чтобы Восточная Абхазия жила. Поэтому мы сейчас собираем проекты, мы готовим их и так далее. И более того, мы планируем по результатам данного мероприятия, которое пройдет в Москве, потом пригласить, значит, членов Генерального совета Деловой России в бизнес-тур по Абхазии, чтобы они увидели, как Абхазия развивается, какие бизнесы здесь существуют. Обсуждались возможности совместных проектов, что открывает новые перспективы для развития образовательного, культурного и экономического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Айлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. Первый международный молодежный форум «Молодая Абхазия» пройдет в Сухуми. Он состоится 7 и 8 августа на базе Абхазского государственного университета и объединит около 600 участников из Абхазии, России и Южной Осетии. Форум станет площадкой для перезапуска молодежного общественно-патриотического движения «Молодая Абхазия». Участники примут обновленный устав и программу развития организации, также изберут новое руководство. В образовательную программу форума войдут 4 направления: военно-патриотическое воспитание, добровольчество и подготовка молодых спасателей, молодежные медиа и развитие молодежных организаций. Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями Абхазии и России. Празднование Дня города Пицунда в этом году состоится 5 августа на Центральном стадионе. Гостей, жителей города ждет насыщенная программа в течение всего дня. На территории стадиона развернется ярмарка сельскохозяйственной продукции с местными товарами и откроются различные тематические площадки. Любители активного отдыха смогут принять участие в спортивных турнирах по футболу, волейболу, баскетболу, теннису и шахматам. Для детей организаторы подготовят анимационное шоу, а ярким событием праздника станет запуск большого воздушного шара.
Конкурс для профессиональных художников, приуроченный ко дню города Гудаута, объявил Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дыбар. Как рассказала «Спутник», руководитель выставочного зала Илона Ангваб, главное условие конкурса – все работы должны быть посвящены Гудауте и Гудаутскому району. При этом не имеет значения, когда именно были написаны картины. Работы участников будут представлены на выставке, которая пройдет с 1 по 6 сентября. Победителей определят сами посетители. Они проголосуют за понравившиеся картины, опуская имена авторов в специальные урны. 3 художника, набравшие наибольшее количество голосов, получат денежные призы. Их имена объявят 7 сентября на праздничном концерте, посвященном Дню города. По связи с проведением ремонтных работ по улице Бейгуа 4 августа с 9 до 18 часов будет прекращена подача воды в районах Сухума, на горной части улиц Чочуа, Званба, Чернявского, Ласурия, Академика Мара, а также в районе Вием. С 9 до 15 часов будет прекращена подача воды в новом районе Колосе, улицах Эшба и Смерджиева. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, жаркая погода. Местами возможны кратковременные осадки и гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.